Число больных коронавирусом среди детей увеличилось так же, как и среди взрослых. Если весной максимальное количество маленьких пациентов в ДРКБ доходило до 35 человек, то с начала лета на стационарном лечении здесь регулярно находится более 60 зараженных. Некоторые из них переносят COVID-19 в тяжелом состоянии. И часто в этом виноваты родители, которые слишком долго занимаются самолечением и поздно обращаются за помощью медиков. Эсет Зейтова и ее 7-летний сын попали в ДРКБ экстренно 1 сентября. Сама Эсет переболела коронавирусом 2 недели назад. Однако она не думала, что ребенок тоже мог заразиться. Пока другие дети праздновали День знаний, Исмаилу Дудургову пришлось мучиться с высокой температурой. Лечились поначалу дома, но все попытки оказались тщетные. В один момент Эсет поняла – это необычная простуда. Диагноз COVID-19 подтвердился при поступлении. Попали очень срочно к врачу, получаем все медикаментозные лекарства, лечение и наблюдается положительная динамика. На данный момент у ребенка вначале были очень тяжелые, была очень тяжелая интоксикация на фоне этой высокой температуры. И вот сейчас уже мы идем на поправку. Действительно, еще в начале пандемии была версия, что дети заражаются реже, переносят практически бессимптомно. Но коварный вирус щедр на неприятные сюрпризы. Состояние может ухудшиться настолько, что маленькие больные нуждаются в госпитализации. А вот София Гасанова просилась к докторам сама. В больницу их направил, конечно, педиатр. Мама Софии, Сахиба Асланова, обратилась к врачам на 3-й день после проявления у ребенка симптомов коронавируса. В больнице уже больше недели. Болели мы себе так, плохо было. Следят хорошо, чисто, аккуратно. Доктора просто умные. Машаллах, мы сейчас себя хорошо чувствуем. Вы тоже заботьтесь о своем здоровье, не болейте. И таких благодарных пациентов много. Врачи детской больницы работают слаженно, как часы. Стоит отметить, что с начала пандемии в ковидном отделении не зафиксировано ни одного летального случая. Сейчас на лечении здесь находится около 20 пациентов, из них 2 в реанимации. Как правило, мы замечаем, что у нас через 4-6 недель у нас дети поступают уже с постковидными осложнениями. Очень много было у нас мультисистемных синдромов, то есть когда поражаются все органы и системы у детей. Были дети, вот в прошлом месяце у нас пролечились 2 деток, которые дома лечились по 10-12 дней, высоко лихорадили, получали антибактериальную терапию и до нас уже доходили тяжелыми. Более высокому риску тяжелого течения коронавируса подвержены дети с хроническими заболеваниями. В среднем под наблюдением реаниматологов детям приходится проводить до 10 дней, но бывают и более тяжелые случаи. Так, в прошлом месяце 14-летний пациент провел в реанимации все 18 дней. У нас есть и дети с хроническими патологиями, то есть с отягощенным преморбидным фоном. Неврологические дети очень часто поступают. И такие дети, конечно, они тяжелее переносят, ввиду того, что и изначальный иммунитет у них ослаблен, и еще и присоединяется ковид. И таких детей нам приходится вести тоже интенсивно. Они получают интенсивную терапию, наблюдаются реаниматологами очень часто. Болеют и младенцы. Некоторые из них поступают даже в первые дни рождения из соседнего перинатального центра. По мнению медиков, риск тяжелого течения болезни у детей до года более высокий. Связывают это и с иммунной системой, и меньшим размером дыхательных путей. Дети эти поступают с мамой. Мамы тоже бывают ПЦР-положительные, то есть ковидные. Поэтому мы проводим и лечение и мамам, то есть согласовываем терапию с терапевтами. Вот, и если это легкая средней степени тяжести, мы пытаемся мам вывести, если без пневмонии. Если же уже пневмония и тяжелое состояние родителя, мы, конечно, направляем их в специализированное учреждение для взрослых. Сейчас у детей началась школьная пора. Значит, риски заболеть и заражать других, как и прежде, остаются высокими. Медики настоятельно призывают родителей оставлять ребенка дома с любыми, даже незначительными признаками недомогания. Напоминают, даже отметка 37 на градуснике – повод бить тревогу. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.